Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Атласов Давид. Тема моего проекта является стабилизатор давления воздуха в помещениях. Актуальная тема является то, что мы живем в очень экстремальном климате и то, что потеря тепла может расходовать отопление. Целью моей работы является создание модели стабилизаторов для сохранения тепла в деревянных зданиях. Задача работы: найти информацию о потере тепла в деревянных домах, провести исследование деревянного жилого дома на предмет потери тепла, изготовить модели стабилизаторов для проведения потери тепла. Гипотеза: если использовать наши модели стабилизаторов воздуха в деревянных домах, то проблема потери тепла может быть решена. Объект исследования: модели стабилизаторов. Предмет исследования: процесс изготовления модели стабилизаторов. Практическое применение: возможность внедрения новой технологии в строительство домов. Возможно с помощью технопарков получить патент на изобретение и реализовать данный проект. Новизна заключается в том, что на рынке строительства для объектов используют разные методы по устранению потери тепла, но по итогам наших исследований может предложить совсем другие модели стабилизаторов по решению проблемы потери тепла. Помещение не существует еще на строительных рынках. План работы. В видео существует тепловизор, необходимо сфотографировать место образованной щели на чердаке дома. Благо из морозов бывает наглядно видно образованный снежный комков. Пробовать закрывать эти щели в целях устранения потери тепла. Наблюдать в течение недели, что происходит после закрытия щели. Собрать информацию из интернета о методах, используемых при решении подобных проблем, разработать свой проект по устранению проблемы, изготовить макет из подручных материалов, изучить возможность материала для конструкции модели, для выбора основного материала для конструкции модели, изготовить вывод. Мы в течение 3 недель наблюдали, на чердаке были такие снежные комки, мы их убрали и запрессовали опилкой, а потом в течение 2 недели мы резко открывали, закрывали дверь, и увидев на чердаке дома не было снежных комков, где мы запрессовали, но в других местах образовались снежные комки. Опыт Шарон. Берем обычные воздушные шарики, надуваем только небольшое количество воздуха, так чтобы шарик с воздухом могла вместиться в ладонь. Руки закрываем привязанной ниткой, затем вдавливаем шарик в ладонь и посмотрим, как результат давления шарика в одно место под действием давления находит другое слабое место. Когда мы сжимаем шарик, когда он находит слабые места и там выталкивает воздух. Освобождая давление, то видим, как форма шарика берет исходное положение. На основе такого принципа будем разрабатывать наш макет. Вывод. При работе наружной, то есть входной двери, давление воздуха в доме должно быть во всем доме одинаково. Но оказывается, это совсем не так. Если в доме имеет комната с дверями, то давление воздуха в комнате с закрытием дверями при работе наружной двери не меняется, потому что первая конструкция стабилизатора воздуха должна находиться в зоне действия давления наружной двери. Вывод второй. При работе комнатных дверей тоже создается давление, и это давление тоже может образовать щели, потому что возникает необходимость установить устройство стабилизатора воздуха во всех комнатах, где имеются двери. Но в этом случае в целях снижения стоимости устройств, учитывая процесс потери тепла, можно исходить с принципа межкомнатных форточек, и в наших случаях можно сделать конструкции для шумоизоляции, самозакрывающиеся межкомнатные форточки. Мы
сделали этот модель. Это ставится на верху двери, там за потолке. Когда мы открываем дверь, тогда эта функция должна делать так. Когда мы закрываем, то вот так, как гармошка. Данная модель будет работать по принципу надувного шарика, и мы будем выглядеть как гармошка со ступенчиками, складными стенками. Размер устройства должна соответствовать рабочему объему двери, и если исходить со стандартных дверей с шириной 1 метр, высотой 2 метра, при том, что относительно оси дверь распахивается под углом 90 градусов, тогда объем четверти цилиндра, то есть рабочий объем двери, будет равен 1 см 57 мм. И вот вторая модель. Это межкомнатная. Когда это ставится на углу комнаты. Когда мы открываем дверь, тогда она вот так идет. Когда мы закрываем, то вот так. Короче, давление в комнатах будет одинаковое. Когда лишний воздух выталкивает отсюда, лишний воздух. Заключение. Наша первая модель стабилизатора в данный момент не имеет аналогов на рынке строительных товаров, так как изготовляется из экологических материалов оленей кожи. Наша вторая модель перспективна в экономическом плане, так как просто и дешево в изготовлении. В перспективе необходимо провести испытания стабилизаторов при получении положительных результатов, запатентовать изобретение и реализовать